Казахстане до сих пор под запретом развлекательные массовые мероприятия, в том числе концерты, свадьбы, той. Огромное количество людей, занятых в сфере организации мероприятий, а это около 300 тысяч человек, до сих пор перебиваются случайными заработками либо сменили профессию. Реально ли в условиях неутихающей пандемии коронавируса возобновить концерты, то и в Казахстане? Начиная с марта этого года, когда в нашей стране был введен ЧП, более 500 ранее запланированных концертов были отменены или перенесены. Объем денег, инвестированных организаторами мероприятий, концерты, шоу, балеты, привозные цирки и так далее, исчисляется суммой не менее 5 миллионов долларов. Без работы осталось минимум 300 тысяч человек, а сумма недополученных бюджетом налогов по разным данным оценивается в 5 миллиардах тенге. Цифры в разных источниках отличаются, но проблема от этого никуда не ушла. Тем более, что по статистике, максимальная доля работников индустрии составляет 5,3% от работоспособного населения Казахстана, 15%. Я думаю, если мы весной 2021 года не запустимся, и вся эта история продлится в следующем году, то многие компании ждет банкротство, однозначно. Я знаю много людей из сферы ивент-индустрии, которые работают в доставке, строительстве, кто-то работает охранником. Нам всем говорят о том, что нужно перестраиваться, искать новые формы заработка. Хорошо, мы потихоньку устраиваемся, даже таксуем. Но выигрывает ли от этого культура? Будет ли у нас развитие и сколько времени потребуется, чтобы вернуть все это обратно? Я думаю, года 3 как минимум, считает директор Казахстанского международного билетного агентства и отечественного концертного агентства Сабит Сулейменов. Без работы остались артисты, организаторы мероприятий и люди, работающие на событиях, не только в Казахстане. И во всем мире люди искусства ищут способы, как проводить концерты в традиционном формате, если пандемия коронавируса затянется надолго. В Лондоне предлагают на входе тестировать на коронавирус всех зрителей, пришедших на концерт. Правда, за это публика будет доплачивать из своего кармана. Сейчас один тест стоит около $25, но если правительства стран будут субсидировать их покупку, то для зрителей тест может стоить $2-3. В таком случае это будет доступная опция для всех, и можно будет проводить концерты в достаточно больших масштабах. Надо решить, как действовать дальше. Если на входе сможем сделать дешевые тесты приходящим на концерты, то это выход из ситуации. Не надо распределять бюджеты на компании, нужно удешевить тесты для проведения проверок при входе на площадки. Если мы к этому придем, в лучшем случае мы действительно сможем открыться весной 2021 года. Это свадьбы, концерты, мероприятия. Это основная задача, я считаю. Социодистанция будет в очереди перед входом на концерт. Есть много механизмов, чтобы не создавать очередь и скопление людей. Считаю, что по времени вход на концерт не увеличится. Тест делается моментально. Вопрос в его цене. Уверен основатель международного форума Коллисиум, руководитель концертного агентства Владимир Кравченко. Конечно, если с тестами для зрителей ничего не получится, можно проводить концерты по-прежнему онлайн. Но руководители казахстанских концертных агентств в один голос говорят, что в скором времени это надоест людям, и спрос на онлайн-выступления быстро упадет в самое ближайшее время. Это классная идея, чтобы делать тесты на входе. Но вопрос, в какое время тесты в Казахстане будут настолько дешевыми? Мне кажется, было бы правильно начать проводить концерты с ограничениями, но в традиционном формате, с ограничениями числа зрителей, с соблюдением социальной дистанции. Это по ближайшему году и следующему. Есть ощущение, что вскоре у общества выработается иммунитет, пропадет страх. Люди сейчас так сильно не боятся вирус морально, как весной. Это приближает скорое возобновление деятельности артистов, сказал креативный директор, сооснователь концертного агентства из Нур-Султана Санат Шапашов. С ним солидарен и Сабит Сулейменов. Он поделился данными одного исследования, проведенного в Германии, согласно которому риск заразиться на концерте при соблюдении ограничительных мер от 0,4% до 2,3%. Власти нашей страны пока с большой осторожностью снимают карантинные ограничения, и на данный момент о планах по разрешению работы сферы организации мероприятия не сообщалось. А это значит, что пока еще не придумали такой способ проводить праздники, концерты и массовые мероприятия так, чтобы никто из побывавших на них зрителей не заболел коронавирусом. Как скоро выход из положения будет найден, покажет время.